Целый год продуктивной работы, и вот проект «Пиарщики» подходит к своему завершению. Лекции, тренинги, интервью, монтаж и многое другое. Теперь эти ребята знакомы со всеми тонкостями создания контента, блогерства и журналистики среди молодежи. У нас в регионе нет активных точек, которым обучают в медиасфере, журналистике, фото, видео редактированию. И основная направленность нашего проекта заключается именно в том, чтобы обучить ребят вести правильно социальные сети, подбирать качественный материал и отличать фейковые новости от достоверных новостей. И сегодня очередное у нас было мероприятие, запланированное в рамках проекта. У нас проходили медиатренинги, и сегодня у нас идет закрепление этих медиатренингов. Ребята пробуют себя на практике фото, видео редактирования, и сегодня они работают именно над редактированием основной молодежной новости. И таких фишек здесь много. Одна из них – медиаволонтерство, особый вид добровольчества, когда волонтеры занимаются продвижением, дизайном, фото и видеосъемкой для некоммерческих организаций и социальных проектов. Этим заинтересовался и Салман Азиев. Сегодня перешли к практической части. На данный момент мы подводим итоги снятых нами видеороликов и также закрепляем пройденный нами материал. Мне очень понравился данный проект. В рамках данного проекта я получил уйму знаний, связанных с блогерством и журналистикой. Надеюсь в дальнейшем проявить эти знания по ходу работы. Просветительский проект «Пиарщики» направлен на развитие медиасферы и профилактику негативных и противоправных действий среди молодежи в информационной среде. Его руководитель Амина Гулиева. В 2022 году девушка представила свою идею на Машуке и получила грантовую поддержку на ее реализацию. Медиапроект «Пиарщики» он реализуется в 3 проекта. Это образовательный, это практический и демонстрационный блок. Образовательный блок включает в себя лекции и семинары. Практический блок он включает в себя практические занятия по работе с фото-видео редактированием и написанием журналистских текстов. И демонстрационный вариант – это когда мы совместно с ребятами выкладываем наши работы на наш телеграм-канал и ВК и публикуем наши работы уже в средства массовой информации, чтобы их уже разобрали. Контента собрано и смонтировано ребятами немало. Интервью с чиновниками, тренинги со студентами и опросы среди молодежи. Материал самый разный. Сколько имен у Всевышнего Аллаха? 99. Что нужно сделать в первую очередь для принятия ислама? Шахаду. Да, пророков упомянуто в Коране. Впереди у Амины и ее команды много идей и проектов, которые намерены реализовывать. Пока говорить об этом рано, делится девушка, ждет очередного грантового сезона. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.